السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. Продолжаем с вами изучение суры Аль-Бакара, корова. И последние аяты, которые мы с вами изучили, это 53-й аят суры Аль-Бакара. Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. И вспомните, как мы даровали Моисею Писание, книгу, и даровали ему посредством этого различия, то, посредством чего можно отделить истину от лжи, прямой путь от заблуждения, дабы вы были благодарны. Здесь Аллах Субхану ва Тааля продолжает напоминать потомкам пророка Яакуба, Бану Исраиль, род израильтян, те милости, которые им были оказаны. И в 54-м аяте, где сегодня мы его изучим, Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. И вспомните, как Муса сказал своему народу: «Я кауми, о мой народ, воистину вы причинили несправедливость себе, взяв божеством тельца, поклоняясь ему. Покайтесь же перед вашим Творцом и убейте себя. Это благо, это лучше для вас перед вашим Творцом». И Он принял ваше покаяние. Воистину Аллах, принимающий покаяние, милостивый. На прошлом уроке мы с вами ознакомились с историей, что народ Мусы, потомки Израиля, в отсутствие Мусы, алейхиссалям, они отлили из своих украшений золотого тельца и начали поклоняться ему как божеству. И Муса, вернувшись, увидев то, что совершил его народ, обратился к ним. Изначально он был разгневан. И эта история, она отдельно упоминается. Когда он вернулся, он даже от гнева, со злости бросил те скрижали, которые были у него в руках, схватил своего брата Харуна, порицая его, мол, я тебе оставил, доверил свой народ, а вот до чего они дошли в мое отсутствие. Однако Харун, он не был в этом виноват, ведь народ его был упрям и непослушен. И после совершения этого греха, ширка, многобожия, язычества по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, Моисей обратился к своему народу и сказал: «Я кауми, о мой народ». Это обращение с любовью, обращение с добром. О мой народ. Он не сказал: «О люди, что вы натворили?» Он обратился: «О мой народ». И это указание на то, что каждому, который вознамерился призвать людей к благому, к религии, указать на какую-то ошибку в человеке, сделать ему наставление, необходимо правильно подойти к нему. Сначала необходимо наладить связь. И одним из видов этого обращения
это признание его своим близким. Он говорит: «О мой народ». То есть я тоже из вас, и вы мой народ, мы вместе. Также обращался Ибрахим, алейхиссалям, когда призывал своего отца, идолопоклонника, призвал к религии и объяснял ему ошибку, в которой он находится, и говорил: «Я абати», «О мой отец». С добром и любовью он обращался к нему. И это путь, через который можно достучаться до сердца человека. Лишь добротой и любовью, доброжелательностью. И посредством доброты и доброжелательности можно заполучить то, что нельзя заполучить гневом, жестокостью, как об этом сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Воистину Аллах дает через прощение, через доброту то, что не дает через жестокость и злобу. И вот Муса, алейхиссалям, обратился к своему народу: «О мой народ, воистину вы совершили зульм, несправедливость, притеснение, навредили анфусакум, самим себе. Совершив это язычество, многобожие, поклонившись наряду с Аллахом кому-то еще, они навредили тем самым лишь самим себе. Ведь злодеяния, грехи и ослушание человека и творений, оно никак не способно навредить Аллаху. Так же, как поклонение человека, его добрые поступки, они никак не обогатят Аллаха и не прибавят ему ничего. Ведь он и так аль-Гани, богатый, ни в ком не нуждающийся, и аль-Азиз, могущественный, которому ничья помощь не нужна, и никто не способен ему навредить. И тем самым, совершив грех, проступок этот, они навредили лишь себе. Что же нужно делать? Муса, алейхиссалям, говорит: «Фатубу иля бариикум». Покайтесь же перед вашим Творцом. Вам необходимо после совершения столь отвратительного, великого, большого греха сделать таубе, покаяние. Таубе, покаяние, оно у нас обязательным является, если человек совершил большой грех. Мы знаем, что грехи разделяются на большие и малые. И способ очищения от греха, он может отличаться в зависимости от величины. К примеру, мелкие грехи, малые грехи, они стираются путем совершения благих дел. 5 намазов в день, они стирают грехи человека. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если бы у вас за домом текла река, и вы омывались в ней 5 раз в день, осталась ли бы на вашем теле какая-то грязь? Люди сказали: нет. Также он сказал: 5 намазов. Они очищают от малых грехов человека. Малые грехи также стираются путем трудностей, испытаний, которые выпадают на долю человека. Заболел, попал в какую-то жизненную сложную ситуацию. И если в этот момент ты проявляешь терпение, не жалуешься на судьбу, на предопределение от Аллаха, субхану ва тааля, то это становится причиной очищения от греха. Но эти 2 формы очищения, они касаются лишь малых грехов, а большим грехам, которые велики, необходимо обязательно покаяние. Что такое покаяние? Перестать совершать грех, раскаяться в содеянном и вознамериться больше к этому греху не возвращаться. Но также в зависимости от времени, от народа, от места, форма покаяния, она может отличаться. И вот таковой и является как раз этот случай.
где Муса, алейхиссалям, сказал своему народу: «Покайтесь перед вашим Творцом». И здесь, заметьте, Муса, алейхиссалям, упомянул имя Аллаха Аль-Бари, что в переводе означает «Создатель, Творец». Покайтесь перед вашим Творцом. Упомянул именно слово «Творец». Он не сказал «покайтесь перед вашим Господом» или другое имя Аллаха, а именно Творец. И упомянув имя Творец, он тем самым еще раз указал на омерзительность и глубину ошибки, в которую они впали. Ведь они взяли себе божеством не Творца, Создателя всего сущего, всемогущего, а то, что они сами создали своими руками, не способны никак не помочь, не защитить и не способны само что-либо сотворить. На эту ошибку, то, что люди порой поклоняются творениям, а не Творцу, Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аль-А'раф также указывает и говорит: «Аюшрикуна ма ла яхлуку шай'ан ва хум юхлакун». Как же они могут наряду с Аллахом поклоняться тому, что не способно ничего сотворить и само является сотворенным? Здесь тоже телец, они сами его отлили и сказали: вот оно наше божество. Создали своими руками себе же Творца. И в чем же здесь тогда логика? Разве ты можешь поклоняться тому, что ты сам создал? Как оно может быть божеством, если само сотворено и создано твоими руками? И поэтому здесь Муса, алейхиссалям, сказал: покайтесь перед вашим Творцом Аль-Бари, который сам сотворил все сущее. И также Аллах Субханаху ва Тааля указывает на немощность этих божеств в суре Хадж и говорит: «Я айюханнасу дуриба матhalун фастами'у лаху». О люди, вам привели притчу, пример, слушайте же ее. Аллах Тааля говорит: о люди, послушайте пример. «Инна аллазина тад'уна мин дуниллахи ла яхлуку зубаба валау иджтама'у лах». Воистину, те, к кому вы взываете помимо Аллаха, не способны сотворить даже мухи, даже собравшись все вместе для этого. Воистину, все те, кому поклоняются помимо Аллаха, они не обладают никакой властью и не способны сотворить, как Аллах здесь сказал, даже мухи. Более того, Аллах говорит: وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. А если муха у них что-то заберет, утащит, то они не способны будут даже вернуть этого. Как, к примеру, порой можно увидеть различные подношения перед какими-то идолами, статуями, подношения пищи. И эта пища со временем начинает портиться, собираются мухи, мухи эту пищу разносят. Получается, мухи забирают пищу божеств, которым люди поклоняются. И они, в свою очередь, ничего не могут с этим поделать. Вот такой вот пример привел Аллах Субханаху ва Тааля, указывая на глубину ошибки, заблуждения тех, кто поклоняется творениям вместо поклонения Творцу. И в этом и есть суть религии ислам. Вывести людей из поклонения творениям к поклонению Творцу, Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И сказал Муса: покайтесь перед вашим Творцом. А как покаяться? За совершенный грех. Здесь Аллах Субханаху ва Тааля путь покаяния сделал очень строгим, очень тяжким. Каким? Муса, алейхиссалям, сказал это: «Факатулу анфусакум». Убейте же себя. Покаяние за грех, который они совершили, за ширк, за язычество, многобожие, за то, что тельца отлили и поклонялись ему, убийство.
Что за убийство? Как? Кого убить? Здесь толкователи Корана, ученые, высказали несколько мнений. «Факатулу анфусакум» дословно переводится «убейте себя». И поэтому одно из мнений, что каждый должен был убить себя. Это редко высказывается, мало распространенное мнение. Второе мнение, что было повелено убивать всех без разбора. Кого бы ты ни встретил, будь то далекий человек, родственник, даже близкий родственник, встретился тебе, ты обязан его убить. И это самое распространенное мнение. Третье, что те, кто не поклонился Тельцу, должны были убить тех, кто поклонился ему. Как оно произошло? Было ли это убийство? Либо же Аллах Субханаху ва Тааля отменил это предписание. Большинство толкователей распространено в книгах Тафсира, что это действительно произошло, что имело место. Но также есть вопрос, было ли это убийство наяву, все видели, как это происходит, либо же, как в некоторых толкованиях переводится, что Аллах Субхану ва Тааля накрыл их тьмой, мраком, из-за чего они не видели ничего. И никто не видел, кто кого убивает. Ведь человеку тяжело. Это даже представить невозможно, когда он обязан, вынужден убивать даже своих близких родственников. Одни сказали, все это было наяву и открыто, и в этом есть своя сила у этого мнения, потому что в дальнейшем Муса, алейхиссалям, увидев, что люди, уже большое количество погибло, где-то упоминаются цифры даже в 70 тысяч, огромное количество людей было убито. Увидев это, он взмолился и обратился к Аллаху Субхану ва Тааля с мольбой, чтобы Аллах Тааля принял покаяние и остановил это действие. И тогда Аллах Субхану ва Тааля велел им прекратить. Велел им прекратить. Где-то приводится, что оружие выпало из их рук по повелению Аллаха Субхану ва Тааля. И это действие, оно стало покаянием как для убитых, они были убиты шахидами, мучениками за веру, и также оно стало покаянием для убийцы. Ведь ему, совершившему это действие, оно удавалось нелегко, совсем непросто. «Фатубу иля бариикум» – покайтесь же перед вашим Творцом. «Факатулу анфусакум» – и убейте самих себя, сказал Аллах Субханаху ва Тааля. «Заликум хайрун лакум инда бариикум» – и это лучше для вас перед вашим Творцом, говорит Аллах. Это лучше для вас перед вашим Творцом. То, что вы в этом мире получите вот это наказание, вот это действие совершите для покаяния и прощения греха, оно лучше для вас перед вашим Творцом, чем оставить это на жизнь следующую. Ведь мучения, страдания, ужасы судного дня и наказание в огне, в аду, они куда хуже и страшнее всего того, что может произойти с человеком в этом мире. Хуже. Ведь самое легкое наказание мы знаем, которое уготовано дяде пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Талиба, это когда кладут под ноги человека раскаленный уголь, от жара которого закипает мозг человека. Это самое легкое наказание. И другие формы наказания, когда их читаешь, осознаешь, что все то, что будет в следующей жизни,
оно куда страшнее и хуже. И поэтому приводится высказывание от ученых, где они говорят, мы сравнили повеление Аллаха и тяжесть их совершения в этом мире. Повеления Аллаха, они непросты. Их тяжело совершать порой, сложно в жизни даются они. Сравнили их и то наказание, которое уготовано за невыполнение этих повелений в жизни следующей. И, несомненно, выявили, что наказание куда страшнее, чем та тяжесть, которую приходится преодолевать иногда для выполнения обязательств перед Аллахом. И поэтому лучше в этом мире сделать то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал, и очиститься от грехов и защитить себя от того наказания, которое в судный день будет. Вот в этом аяте вот эти слова «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ» это лучше для вас перед вашим Творцом, они очень важны. Это указание на то, что в жизни благо для человека не то, что он считает благом, а то, что Аллах назвал благом. Человеку скажи, тебе лучше умереть. Как он скажет, разве в смерти может быть благо? В убийстве, в смерти. Может ли быть в этом разве благо? Он полагает так. Однако здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит, да, в этом для вас благо. Именно для того народа, для народа Мусы, того времени, для них это было благом. Или также, например, Аллах Субхану ва Тааля в суре Джум'a нам говорит, «Я айюхаллазина аману иза нудия лиссалати ми яумил джум'ати, фас'ау иля зикриллахи ва заруль бай'а». О, те, которые уверовали, когда в пятницу вас призывают на молитву, спешите к поминанию Аллаха, то есть спешите к пятничной молитве, идите на нее и оставьте свою торговлю, свои дела, бизнес свой оставьте. И тут Аллах Та'аля также говорит, «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ». Это лучше для вас, если бы вы только знали. Также человек полагает, как уж я уйду с работы, как я оставлю свои дела, там или что-то оставлю, да, мирские вот эти заботы, как же я их оставлю? Аллах говорит, оставьте, и в этом для вас благо будет. В суре Аль-Бакара 216 Аллах Та'аля в общем дает нам понять. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Быть может, вам что-то ненавистно, вы не любите этого, не нравится вам это, но в этом благо для вас. Как, например, случай здесь с Бану Исраиль. Разве им хотелось смерти? Разве им хотелось совершить это действие? Они не хотели, им это неприятно, но в этом для них благо оказалось. И также Аллах говорит наоборот, быть может, вы любите что-то, полагаете, что в этом благо для вас, но оно во вред вам. А как тогда узнать? На что опираться? Что говорит Аллах? «Валлаху я'ляму, ва антум ла та'лямун». Аллах знает, а вы не знаете. Следовательно, как выявить, что для нас благо, что нет, как в жизни руководствоваться, как поступить? Возвращаться, опираться на решение Аллаха Субханаху ва Тааля. И это будет для человека благом всегда. В этом мире и самое важное в жизни следующей в ахирате. И вот пример недавно только опять, буквально неделю назад, мне рассказали историю, недавно только было в другом городе, женщина бедно живет, тяжело, семью ведет, и решила, что хотя бы машина бы не помешала, чтобы передвигаться по своим делам. И приобрела машину в кредит. Месяц или два прошло, вот она буквально неделю-две назад, в городе, на перекрестке, въехала в очень дорогой автомобиль.
И тем самым там ремонт уже, у нее страховка была просрочена. Автомобиль очень дорогой. И сейчас, помимо того, что она и так до этого очень тяжело жила, с трудом вела жизнь и содержала, обеспечивала детей и семью, теперь она еще должна будет за ремонт сумму не менее 1 000 000 рублей. Вот она думала, будет машина, будет благо. А неважно, каким путем достигну. И приобрела этот транспорт запретным путем, харамным путем. Аллах Та'аля запретил подобным образом обогащаться. И человеку необходимо руководствоваться этим. Она полагала, благо будет, а оказалось, обернулась чем? Вредом. Еще хуже стало ее положение. Аллах знает, вы не знаете. Поэтому всегда в жизни необходимо руководствоваться постановлениями Аллаха Субханаху ва Та'аля. И далее Муса алейхиссалям говорит: это благо для вас перед вашим Господом, фатаба алейкум, и Аллах простил вас. И тут уже возвращается, слова Мусы заканчиваются: это лучше для вас перед вашим Господом. И потом уже Аллах Субханаху ва Тааля, возвращается к началу аята. Вспомните, как Аллах, вспомните, как Муса сказал своему народу: «О мой народ, вы совершили несправедливость по отношению к себе. Покайтесь же перед вашим Господом и убейте себя. В этом благо для вас перед вашим Господом». И потом Аллах говорит: «Фатаба алейкум». То есть к началу он упоминает этот случай и говорит: «И Аллах вам простил». Это уже не слова Моисея, это слова из Корана, слова Аллаха Субхану ва Тааля. «Фатаба алейкум». И Он принял ваше покаяние через вот это действие, которое совершили. «Иннаху хуа тауабур рахим». И вот здесь что говорит? Воистину, Он, принимающий покаяние, милостивый. Здесь тройное усиление идет. Иннаху, воистину, хуа, он, двойное уже усиление. Ат-тауаб. Ат-тауаб – это форма, указывающая на многочисленность, принимающий покаяние в большом количестве, прощающий в большом количестве. Сколько бы человек ни каялся, Аллах Субханаху ва Тааля прощает. Сколько бы он не совершил грехов, а потом покаялся, Аллах Субханаху ва Тааля, Он ат-тауаб, Он прощающий. Сколько бы людей не каялось, Аллах Субханаху ва Тааля прощающий, ат-тауаб. То есть Аллах Тааля здесь усиливает и говорит, что Он принимает покаяние. И тем самым указывает нам и побуждает нас каяться почаще. Кубрак тауба кылырга. Истихфар. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что говорил? Просите прощения у Аллаха, ведь воистину я прошу у Него прощения в день 100 раз. Даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, 100 раз. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. О Аллах, прости меня, о Аллах, прости меня. И Он ар-рахим, Он милостивый. Он ат-тауаб, принимающий покаяние, и милостивый. Принимающий покаяние, то есть Он не накажет за совершенный грех, если человек покается. И помимо этого Он еще ар-рахим, Он одарит человека этого еще большим за то, что он покаялся. Как, к примеру, Аллах Субхану ва Тааля может злодеяние человека обратить в благодеяние. Это милость Аллаха. Он простил человека, не взыщет с него за этот грех, не накажет его за совершенный грех, потому что он покаялся. И помимо покаяния, он еще вместо греха человеку запишет благодеяние. Насколько Аллах Субхану ва Тааля милостив. И тут интересный хадис, которым бы хотелось завершить, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Воистину я знаю человека, который последним войдет в рай.
и последним выйдет из ада. Приведут в судный день человека, он предстанет перед Аллахом, и начнут его отчитывать за его малые грехи. Скажут ему: в этот день ты сделал то-то. Он говорит: да. В этот день ты совершил этот грех. Он говорит: да. И так ему перечисляют все те малые грехи, которые он совершал, а человек еще в сердце боится, переживает за свои большие грехи, которые у него есть. И не хочет, чтобы их тоже упомянули. И когда перечислят все вот эти малые грехи, Аллах Субхану ва Тааля скажет: вместо всех этих грехов я даю тебе благодеяние. И этот человек от радости скажет: о Аллах, у меня еще большие грехи есть. И сказав это, посланник Аллаха, саллиллаху также улыбнулся и засмеялся. То есть насколько милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, Он не просто прощает, Он также еще записывает благие деяния, если человек покается, признает свои ошибки и вернется к покорности Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله